Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо всем большое, что приняли участие в сегодняшнем мероприятии. Здесь в авральном режиме все это организовывалось, поэтому кого-то могли не позвать. Это не потому, что его присутствие здесь меньше имеет значение, чем те, кто здесь присутствует. С пониманием я прошу к этому тоже отнестись, всем это тоже донести. В принципе, здесь все, что было сказано, я с этим согласен. Если уйти чуть за горизонт, о том, о чем здесь был диалог, вот Ливан говорил. Главная проблема заложена, конечно, в нашей системе управления. Наша Конституция не отвечает на один вопрос. А что делать нам в рамках закона, если у нас будет плохой президент? Об этом, кстати, предупреждал еще в свое время Зураб Ачба. И у нас кризис 2004 года, 2014 года, 2020 года. Мы из этого кризиса не сделали правильные выводы, не разбалансировали власть, не изменили Конституцию для того, чтобы нивелировать подобные кризисы в перспективе. Это очень важный вопрос, и сегодняшний кризис, он тоже обусловлен тем, что не были сделаны правильные выводы, и на основе этих выводов не были приняты соответствующие решения. Теперь к текущему вопросу. Я хочу вам напомнить, вы все, практически все, кто здесь присутствует, участвовали в митинге 30 мая, который мы провели здесь, в городе Сухум. На этом митинге, на этой мирной акции протеста мы в рамках действующего законодательства, в рамках той политической культуры, которую мы считаем правильной, оппозиционные силы и общественные силы выразили свое категоричное несогласие с той повесткой, которую проводит президент. После этого глава государства, опираясь на какие-то силы определенные, пошел дальше. Это говорит о том, что все мнения, высказанные до митинга, после митинга, вообще все мнения, которые были высказаны, они проигнорированы. Соответственно, вот здесь были призывы к митингу и так далее, я тоже это поддерживаю. Все, что будет происходить далее в нашей стране, за все несет прямую персональную ответственность глава государства Аслан Георгиевич Бжани. Все, что можно было сделать в плане увещевания, в плане нормальной политической культуры, уже сделано. Все, дальше, если даже и будут какие-то акции протеста, это будут акции протеста без лидера, без какой-то определенной структуры, это будет именно народная акция протеста. А здесь уже, еще раз повторюсь, вся ответственность ляжет на главу государства персонально, потому что все, что можно было сделать, мы сделали. Теперь о технической стороне. Я абсолютно здесь согласен с Ардой Шаловной, ждать дату 28 числа и готовиться к митингу надо. Но до этого дня, каждый день, выходной, будний день, есть парламент, есть спикер парламента. Каждый день, в день несколько делегаций должно приходить к депутатам парламента и выражать свою точку зрения. Если у нас с вами получится донести до депутатов, до тех, кто не понимает, всю серьезность ситуации, они этот вопрос рассматривать не будут. Я считаю, что у нас это получится. Если мы все вместе, пускай ветераны отдельно, активные граждане отдельно, общественники отдельно, каждый день нужно общаться и публично с народом Абхазии, и с депутатами парламента, непосредственно со спикером парламента, вице-спикерами. Есть люди, которые принимают решения. А что касается главы государства, я уже сказал, там уже бесполезно. Человек выбрал для себя такую модель поведения, она есть уже исторически описанные около такого рода поведения, к чему это тоже приводит, тоже в истории можно найти. Вот и в принципе все, что я хотел сказать. Время слов осталось позади. Сейчас уже нужны конкретные действия. И это, еще раз повторю, для не тех, кто здесь присутствует, для всех, кто слышит с экранов телевизора, в интернете. Уважаемые друзья, это вопрос не оппозиции или не тех людей, которые здесь присутствуют. Это вопрос всего абхазского народа, тех, кто сегодня живет, и даже тех, кто вообще еще не родился.
Это вопрос будущих поколений. Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, они выстраиваются на равноправных условиях. Кстати, президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает постоянно во всех своих выступлениях о том, что он с большим уважением относится к нашему статусу независимого абхазского государства. А в отношении своего государства, обращаясь к внешнему миру, он говорит, что за колбасу, извините, да, вот это цитирую, за колбасу мы суверенитет свой не продаем. Так и мы тоже ни за колбасу, ни за какие-то внедорожники или что-то еще мы свой суверенитет продавать не собираемся. В этом абсолютно мы все согласны с ним. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать сообща, давайте действовать, опираясь друг на друга. Есть определенная организация, организационная форма, которую мы определили. Здесь много политических организаций, общественников. Алхаз Владимирович, мы вам поручили вот эти все организационные вопросы. Я просил бы каждого включиться в эту работу. Вот собрание, Алхаз, вы сказали, что нужно, может быть, вы сами можете это сделать, может, какая-то нужна помощь с этой стороны и так далее. Спасибо за внимание.